Добрый вечер! На КПК Лайв программа «Студия Байковского 9». На календаре 25 мая. По всей стране для школьников звенит последний звонок. Заканчивается учебный год, а вот для студентов начинается сессия. Сегодня у нас в гостях представитель школьного отделения номер 1, староста группы У-31 Вера Остапович. Встречаем! Вера, здравствуй! Ты активная участница общественной жизни в колледже, волонтер мероприятий, к тому же ты староста группы. С какими трудностями сталкивается в работе староста? Здравствуйте! Я действительно являюсь старостой группы У-31 с первого курса. И, наверное, самое сложное – это соединить группу всех одногруппников в одно целое, чтобы вся группа шла в одном направлении. И при этом не завышать свои полномочия, то, что не быть выше своих одногруппников, то есть быть с ними вместе. Хорошо. Вот на третьем курсе ты уже стала представителем школьного отделения номер 1. Что мотивирует тебя на участие в общественной жизни колледжа? И какие перспективы открывает для тебя студенческое самоуправление? Наверное, те мероприятия, которые проходили у нас на первом курсе, именно они подтолкнули меня на это все. Когда они проходили на более масштабном, уровне, и они проходили в Доме культуры Мирас, наверное, вот именно они меня и мотивировали на всю мою работу. Вот. Хорошо. 2022 год в Казахстане объявлен годом детей. Расскажи нам о своем детстве. Чем запомнились тебе детские дни? Какие у тебя есть воспоминания? Я была обычным ребенком, который ходил в школу, после школы бежал быстрее домой, посмотреть мультики и бежал гулять со своими друзьями, сестренкой. И вот все детство я провела именно так. То самое детство без телефона, да? Да. И еще также летом я безумно любила ездить в деревню, отдыхать со своими родными. И эта любовь осталась у меня до сих пор. Я ищу свободные моменты, когда нет учебных будней, чтобы съездить к своим родным в деревню, провести время без телефонов, отдохнуть от городской суеты. А вот в нашем эфире самая детская рубрика для нашей программы – это «Баланен Сурагы». Это та рубрика, где наши корреспонденты встретились с социальными партнерами колледжа в школах и детских садах города Костанай и узнали, какие вопросы дети задают взрослым. Кто родился раньше, курица или яйцо? Откуда переехал чих? Почему нам надо хорошо учиться? Почему нам надо спать? А взрослым все можно? Учиться хорошо нужно для того, чтобы в будущем стать перспективным человеком, чтобы быть активистом, чтобы для тебя были открыты все дороги. Спасибо за ответ. А вот в нашем эфире специальная рубрика «60 секунд» с Асией Жамаловой. В студии Асия Жамалова, наш гость Вера Остапович. Рубрика «60 секунд». Это та рубрика, где у гостя нет времени на размышления. 10 блиц-вопросов могут быть заданы на любую тему. Времени на подготовку нет. За каждый вопрос наш гость получает 10 баллов. Если вы затрудняетесь ответить, ваша задача сказать следующий вопрос. Хорошо. 3, 2, 1, мы начинаем. Зачем нужен озоновый слой? Чтобы защитить от ультрафиолетового излучения. Верно. В чем измеряется сила тока? Ампер. Верно. Автор произведения «Ромео и Джульетта». Шекспир. Верно. Как называется самый маленький океан в мире? Северный Ледовитый. Верно. Где быстрее закипит вода? У моря или на горе? На горе. Верно. Как называется прямая, имеющая начало, но не имеющая конца? Луч.
Верно. Как называется самое глубокое озеро в мире? Следующий. Как расшифровывается ЮАР? Следующий. За какой промежуток времени Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 24 часа. Верно. В какой галактике находится планета Земля? Млечный путь. Верно. На этом у меня все. Общее количество ваших баллов 80. Хороший результат. Спасибо. Вот я и снова с тобой. Предлагаю тебе сыграть в музыкальную игру фортепиано. Звучит 3 коротких мелодии, твоя задача их просто отгадать. Готова? Да. Начинаем. Мелодия номер 1. Учат в школе. Правильно. Мелодия номер 2. Дважды два — 4. Верно. Итак, мелодия номер 3. От улыбки хмурый день светлей. Да, верно. Вот и все. В честь праздника мы даем право тебе дать последний звонок в нашем эфире. Давай. Спасибо. Вот и завершилась наша программа. На память о нашей встрече вручаем тебе вот этот сувенир. Спасибо большое. Еще у нас есть небольшая традиция. Участники нашей программы оставляют свой автограф. Спасибо. Студентам мы желаем отличной сессии, выпускникам сдать государственные экзамены, трудоустроиться и состояться в профессии. На этом у нас все. Увидимся уже совсем скоро.